Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я думаю, надеюсь, что меня слышно. Вас слышно. Слышно. Дорогие друзья, мне сегодня иметь возможность достаточно коротко в рамках ограниченного. Очень приятно наше такое очень хорошее общение, да, и именно приятно участвовать в сегодняшнем семинаре, именно Ольга Михайловна правильно отметила, семинар, а не отчет, да, я, конечно, сегодня ни перед кем отчитываться не собираюсь, а поделюсь, конечно, какими-то своими соображениями. Если в конце позволите, я небольшую такую презентацию детской школы искусств номер 2 покажу, поскольку эта школа новая, да, я чуть позже об этом чуть подробнее расскажу, и пользуется она очень хорошим таким спросом, и стала предметом обсуждения во многих субъектах Российской Федерации. Мы чуть подробнее, с вашего разрешения, позже я остановлюсь. Мне еще хочу сказать, что очень приятно, что наш общий проект, да, я бы хотел сказать, вокруг идеи, которые мы работаем, музыка для всех очень хорошо развивается, он живет, он продолжает развиваться, и очень хорошие такие показывает результаты, да, и самое главное, пользуется очень хорошим, серьезным таким авторитетом. Это очень важно. Мне лично это очень приятно. И опять же хочу сказать, что сегодня мы много раз говорили, да и Ольга Михайловна, и Зинаида Григорьевна, да, конечно, мы уже сегодня работаем уже вокруг идеи подготовки к международному. И очень хорошо, опять же, конкурс расширяет свои горизонты, да, он будет проводить. Собственно, тоже это нас обязывает к новым работам, да, и мы уже будем участвовать, я надеюсь, что во всех номинациях этого конкурса. Для нас это большой праздник, я очень надеюсь, что он пройдет на высоком профессиональном организационном уровне. Мы очень ждем. Так, ну что, уважаемые коллеги, как известно, в городском округе город Якутск у нас существует 5 детских школ искусств. Да, это детская школа искусств номер 1, детская школа искусств Селихатасы, детская школа искусств поселка Табага и детская школа искусств город поселка Жатай. Но Жатай, как вы знаете, да, это отдельно муниципальный. Конечно, относим его к нашему городскому кластеру, безусловно. Уже 2 года городской кластер ведет активную методическую, творческую деятельность по проекту «Музыка для...». Реализация проекта повышения роли академического классического музыкального искусства и образования в духовном развитии общества во всех детских школах искусств, конечно, на сегодняшний день созданы, как мы уже сегодня говорили, детские филармонии, да. Филармония, конечно, является пропаганда музыкального объединения творческих людей. Это прежде всего детей, родителей, да, преподавателей и, собственно, уже выпускников школ. Также все детские школы искусств сегодня проводят постоянно с участием учащихся концерты в дошкольных образовательных учреждениях и также, конечно, в средних общеобразовательных. Для привлечения внимания родительской общественности к этому проекту, активизации интереса у детей и взрослых, совместной музыкальной деятельности, создания условий для укрепления семейных ценностей, все детские школы искусств городского кластера проводят конкурсы «Музыкальная семья». Важно также отметить, что в декабре этого года, да, на базе детской школы искусств номер 2 города Якутска была проведена первая республиканская теоретическая олимпиада среди учащихся 4-8 классов средних общеобразовательных учреждений и учащихся детской школы искусств городского округа город Якутск, посвященной столетию образования Якутска музыкально-теоретическим дисциплинам для выявления талантливых учащихся, закрепления знаний, развития их творческих способностей.
Забегая вперед, тоже хочу сказать, что детская школа искусств вот, ведет работу социально активно, плодотворно работает. Только единственного числа. Страница 61, 94 параграф. А кто-то там параллельно, видимо, ведет уроки. 94. И кем по какому? Партнерство очень тесно с 33-й школой, да. Вот, хочу передать привет нашим, с которыми мы очень тесно работаем, с гимназией АИК ГАТА, да. И вот совсем недавно, 18 декабря, мы подписали договор о сетевом сотрудничестве, о взаимодействии с Центром глобального образования, да, снова через дорогу. Я дальше еще остановлюсь подробнее на этом. В плане городского кластера в период на 2020 год музыкальных онлайн-лекций и концертов для школьников в рамках сотрудничества с СОЖ и ДОУ в рамках Года культурного наследия в России и Года матери в Республике Саха-Якутия. Также мастер-классы, семинары по проекту «Музыка для всех» для музыкальных руководителей дошкольных организаций, учителей общеобразовательных школ, выдачи сертификатов. И уже русских народных инструментов, всячески будем способствовать этому. И создавать также, конечно, нам необходимы хоровые коллективы, фольклорные ансамбли. Все это вот хорошо было бы, если вот организовалось на базе средних общеобразовательных школ нашего. Часть мы планируем творческой школы в поселке Табага, как сегодня вот уже об этом говорилось. Опять же, мы вот уже... И с вашего позволения, я, как я уже говорил, хочу небольшую презентацию представить, буквально, наверное, это займет не более 2-3 минут, о деятельности детской школы искусств, да, потому что мы сегодня демонстрировать, что-то мне тут поделиться. Да, открылась презентация, да? Я надеюсь, видно. Так, наша школа в этом году, в 2021 и уже продолжаем, в 2022 становится участником многих творческих проектов и мероприятий, серьезных мероприятий. На сегодняшний день в детской школе искусств вообще вот мы по муниципальному образованию обучаются 313 учащихся, а для новой школы, которая, конечно, располагается вот в новом микрорайоне в центре города, общей площадью 5000 квадратных метров, конечно, это очень мало. И нам очень приятно, что вот велик на сегодня спрос получения музыкального дополнительного образования в сфере искусств. Да, и наш в этом году конкурс составил 789 заявлений, поступило на 37 бюджетных мест. Представьте, какой был конкурс, чтобы поступить в детскую школу искусств. Это для нас, конечно, очень важно. И в связи с этим, конечно, как я сказал, большим интересом горожан получения дополнительного образования в целях удовлетворения их социального спроса с 1 ноября в нашей школе работает. На сегодняшний день на этом отделении обучаются 53 учащихся по оказанию платных образовательных услуг. По музыкальному направлению стоимость этого составила 5000, по графическому направлению 4800 рублей. И вот очень приятно, что горожане идут и активно получают вот дополнительное образование. Как я уже сказал, наша школа вот ведет очень плотную работу по социальному партнерству. И вот фотография, вот, собственно, договор о сетевом взаимодействии. Мы очень на сегодняшний день нами произведены расчеты, и вот уже мы должны начать вот Центра глобального образования. Так, не могу не поделиться самой главной новостью, да, прорывом вообще для сети детских школ искусств, для системы всего дополнительного образования.
конечно, то, что наши учащиеся, 11 учащихся, прошли конкурс, отбор экспертного совета и были приглашены для участия в образовательном центре «Сириус» города Сочи. Это впервые для учащихся детских школ искусств, потому что всем, наверное, известно, что ранее в этом центре обучались именно учащиеся графического балетной школы имени Посельских. И вот для нас это, конечно, тоже является серьезным достижением. Всем, наверное, известно, что в прошлом году, 2021, прошел международный конкурс имени Марка Николаевича Жиркова в городе Москве, где тоже из детства Аргалана Гоголева, которая завоевала звание дипломанта. Это тоже очень серьезное для нас достижение. Также конкурс «Молодые дарования России», дипломантом которого стала Терентьева Саяна, высокого уровня, и приняли участие и стали дипломантами. Очень много о нас говорят в последнее время на телевидении. Вещательной компанией, очень сдружились, и очень много раз они у нас бывали в гостях, и мы у них бывали в гостях. И вот, собственно, даже принимали еще участие в прямых включениях радио «Татим». Так. Сергей Иннокентьевич, сейчас попадает интернет, видимо, звук. Слышно, да, сейчас? Ага, сейчас слышно. Хорошо, я договорю. Много, да? Так, было подписано соглашение между Министерством культуры и духовного развития и Управлением культуры окружной администрации города Якутска о сотрудничестве. Соглашение именно касается в целях сотрудничества в системе образования в сфере базе детской школы искусств номер 2 города Якутска, опорной школы работе. Вот мы сейчас являемся опорной школой. Идет работа по созданию всей необходимой нормативно-правовой документации и методической документации тоже. И вот на сайте нашего учреждения открыт виртуальный методический кабинет, который тоже сегодня активно. Вот там тоже можете вот по поводу вообще дополнительного образования и вот даже и материалы по проекту «Музыка для всех» мы тоже там обязательно будем выкладывать. Ну все, я на этом, наверное, закончу. Всем спасибо. Я очень надеюсь, что мы все вместе будем очень плодотворно работать. Не забуду сказать, что в связи с открытием платного отделения мы сейчас, как только ограничительные меры закончатся, будем открывать. У нас все документы готовы. Ой, опять звук пропал у вас. Сейчас слышно? Да. Сейчас слышно. Угу. Я хотел сказать, что всех призываем. Угу. Все приняли участие тоже вот